Здравствуйте, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. Я Петр Цепандин, и мы начинаем нашу программу в уютной гастростудии ресторана «Мусхая». Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. Здравствуй. И к нам сегодня в гости пришел Сергей Рау. Сергей у нас тренер-наставник по фитнесу и по заместительству еще кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. Сергей, приветствую. Здравствуй, Сергей. Да, познакомьтесь. И Сергей, с чем ты к нам сегодня пришел, учитывая то, что у нас, как мы его позиционируем, кулинарное ток-шоу? Сделаем так называемую ППшную шаурму, завертон, шаверму, кому как удобно. Шавуху. Шавуху. Так, не зря ты упомянул слово ППшное. То есть все-таки как тренер по фитнесу ты все-таки обращаешь внимание, на что ты, скорее всего, съедаешь. Да, на самом деле шаурма достаточно взвешенный продукт по нутриентам, потому что если мы ее правильно приготовим, там есть и достаточное количество белка, если мы используем мясо, достаточное количество овощей и бездрожжевое хлебобулочное изделие, которое также хорошо влияет на наш желудок и Да. микрофлору. Я думаю, что мы и впоследствии в течение передачи обязательно будем обращаться к этой теме и не раз ее обсуждать. ПП и все такое, что с этим едят, да, потому что, сейчас уже действительно тенденция такая, да. Мало есть народу, которые, кушают все подряд, я ем все подряд, и я вот такой, да. То есть мы будем касаться обязательно этой темы, но поэтому мы давай-ка отложим ее назад, чуть-чуть, на будущее, да. Сколько времени нам потребуется, как долго все это делается, и, собственно, как ты ее готовишь сам? Я думаю, понадобится, наверное, минут 15-20, не больше. У нас есть филе индейки, мы его сейчас порежем, на стейке поставим на гриль, посыпем там солью, паприкой, можно перцем. Пока она будет жариться, мы нарежем ингредиенты, овощи, сделаем соус на основе греческого йогурта. И все. Потом то есть, судя по тому, как ты подробно все это рассказываешь, что у тебя есть и опыт, и, скорее всего, и немаленькое приготовление этой пищи. Это у нас такая обыденная еда, на самом деле, дома. Очень часто ее делаем, два раза в неделю. Потому что это легко, быстро и вкусно. Раз и в дамке, короче, да? Ну что, я думаю, давай начнем, будем кушать и общаться. Если время останется, ничего страшного. Да? Передачу на 45 минут. Да. Досочку. Почему, досочку специально для индейки приготовил Семен. Почему выбор пал на индейку? Она не такая сухая, обычно же шавуха с курицей, да? Она не такая сухая, Как это резать? Мелкими кубиками. Ой, Семен хочет тебе помочь, то есть все правильно, да? Или ты хочешь ты сам? Индейка не такая сухая, как куриное филе. Поэтому... Более сочная. Да, она будет повкуснее в данном случае. Да и там разница в цене, в принципе, там рублей 20-30 за килограмм переплатить, но повкуснее повесить. Да. Я тоже в последнее время, с возрастом, скажем так, под влиянием супруги начинаю обращать внимание на ПП, то, что я ем, да, что, оказывается, красное мясо не так слишком много и не надо, больше на рыбу смотреть, это мои предпочтения, да. Но я до индейки еще не дошел, но, кажется, в этом году дойду. Надо доходить, да? Да вообще должно быть так, чтобы, во-первых, человеку нравилось в первую очередь, и миксовать лучше всего. Нравится и все, да? Да. А вдруг действительно понравится, да? Так, ладно, что обо мне, да обо мне. Давай, Сергей, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Скажем так, это у нас традиционная рубрика, которая называется «Соль и перца». Соль, перец. Соль, соль, перец, да. Традиционная рубрика, которая называется у нас «Как я дошел до жизни» такой, и вообще немножечко. Родился я в Омске, потом много путешествовали по России с родителями. В конечном итоге остановились жить в Красноярске, где я познакомился с супругой, которая из Якутии. Все там закрутилось, завертелось. Любовь, Приехали сюда. любовь, как бы это, да? Да. У нас совсем недавно тоже был гость, как раз тоже такая же история жизни, скажем так. И как давно в Якутске? С 13-го года. В 13-м году я... С другой стороны, ты сибиряк, Омск, Красноярск не сильно отличается, там тоже холода, то есть, скорее всего, в Якутск ты приехал, и тебе было Мисочка. не так уж страшно, да? А то многие же приезжают, скажем так, в центр и говорят, что у вас происходит? Да нет, вообще? я первую зиму все равно там да? немного
Депрессировал, наверное. Человек же привыкает ко всему. Да, Привык, да. видимо. Я первую зиму укутался там как охотники, там, насмотрелся Пуховик на фильмов. пуховике? Да, эти дутые сапоги такие утепленные, Эва там. Пережил, потом нормально привык. Ну, как давно я... Что С какого года? Я, по-моему, С пропустил. 14 14-го года. А, ну все, Да. 8 лет. Да, мы в 13-м Ага. или в 13-м, в 13-м году приехали мы, да. Вот потом я в армию ушел в 13-м году уже с Покровска. И с Покровска и в 14-м году, вернувшись с армии, уже в Якутск сюда приехал. И все, с этого момента живу здесь. Живет здесь. Ага. Слушай, ну ты, скорее всего, не в один же день стал Тренером? тренером, фитнес-тренером, да? Вообще, это все началось вместе со спортом с детства. Первые тренировочные планы, помимо себя, я начал писать в армии ребятам, с кем служил. Ух ты, а как это происходило? И почему? Ну, в армии что делать в свободное ну, времени время? много, и да, давайте там все в армейской качаться, да? качалке и так далее. А у меня уже как бы опыт для себя составления тренировочного плана был. Ребята видели, что я там что-то пишу, там считаю, там как-то Ну, то есть прогнозирую неподдельный нагрузку. интерес это был, да? Да, Ну, то есть, и- как бы не просто, пойдем по железу потягаем, а так, чтобы делать это правильно, я так полагаю. С умом, циклированием на нагрузки и так далее. Ага, ага. Вот. Ну и, соответственно, оттуда уже пошли первые подопечные. Подопечные даже. Ну то есть Ну, сначала знакомые, ребятам, друзья, да, да. С которыми мы занимались вместе. И ты думал, что у тебя получается, и Мне это понравилось. После того, как я пришел с армии, подрабатывал, пошел учиться на юриста. Но в этот момент, пока я учился, я еще и так случилось, что у меня подошла вакансия, вернее, на руки попала вакансия, что требуется инструктор рядом с моим домом в фитнес-клуб. Я туда пошел, Как бы думаю, это удобно, судьба. удобно. Да, то есть можно учиться рядышком, Ага. тут же ходишь, занимаешься тем, что тебе нравится, и все это можно как бы совмещать. Ну, то есть ты сам еще занимался и еще и другим помогал, Да. получается. А для того, чтобы вот инструктором стать, да, ну вот фитнес-тренером, специально требуется какое-то образование? Или ты можешь, ну, В тот момент не требовалось, ага, но ради того, чтобы успокоить работодателей и ну да, клиентов, да, ага. да, я обучился, но, как оказалось, знания в те года, в 14 были очень скудные, и они были больше похожи на школьный курс биологии. Я сдавал ЕГЭ по биологии, и поэтому мне вообще это казалось каким-то таким ну то есть ты знаешь простым. эту всю да. тему, да? Ну. Так, это уже нагрелось, да? Это Да. без масла, да? Да, без масла. Это специальный гриль у тебя? Ну, я так полагаю, это же вид деятельности, который не лицензируется, да? Ну, то есть, Да, не лицензируется. конечно, да, профильное физическое образование по физкультурной, это, конечно, здорово, но, скажем так, не Но обязательно. Потом появилось уже более качественное образование, там с годов, наверное, 17-18. Когда это Вот. уже начало вот, Да, уже на волне, на- скажем так, да? Уже начал такой синтез между там фитнес-индустрией, работниками там, связанными с физической культурой, спортом и так далее. Все вот начали какие-то образовательные учреждения хорошие делать, качественное образование. Ну, оно и по цене соответствующее было. Ну да. Вот, и там уже было интересно вот, учиться, там действительно давали знания, которые можно было применять и которые были актуальны на тот момент. Скажем так, есть один фитнес-тренер, есть другой фитнес-тренер. У каждого разный план. Да, ну то есть в зависимости это делается как? От пожеланий клиента, да, либо всем какой-то такой более-менее стандартно это происходит. Я думаю, нужно отталкиваться от того, что нужно, то есть какую задачу хочет решить человек. Вот. Да, какую задачу хочет решить человек. Потом вторая составляющая, это мы должны учитывать, что человеку данному нужно и подходит. То есть кому-то нужно больше сделать акценты там, на что-то обратить внимание по здоровью. Допустим, где-то добавить мобильности в плечевом там, деле или так далее. У кого-то проблемы с сердечно-сосудистой какой-то системой, да, это тоже нужно учитывать. То есть грамотный тренер должен
решать задачу клиента, Ну, то есть сначала... но с учетом его особенностей. Да. Сначала, значит, какие-то такие анализы провести, может быть, да? У меня, допустим, те, кто... Какое-то медицинское исследование, хотя бы минимальное. Вдруг реально сердечный порог, которого об этом человек не знает. То, что касается обследований со стороны медицины, это, конечно, остается на стороне клиента, да, то есть это сам он делает. Грамотный тренер должен провести диагностику состояния физического человека перед тем, как вообще начать составлять какой-то тренировочный план. То есть, Ну то есть где человек находится по физическому да, то уровню есть, своему, да? допустим, человек, когда ко мне приходит на тренировку, мы сначала делаем небольшие тестирования, которые оценивают состояние работы сердечно-сосудистой системы, гибкости, силовых и так далее. Это помогает более грамотно потом составить тренировочный план с учетом всех особенностей. Ну и, соответственно, Вдруг если кого-то мы шаблонные тут какие-то моменты никак не подойдут. А бывает так, что, ну, мне почему-то такой тоже стереотип, да, скорее всего, это так. Ну, скоро пляжный сезон, весной, как учим, наплыв девочек. Это всегда так происходит. Всегда так? Ну вот видишь, это значит не стереотип. Нифига, да? Каждую весну это Резко сезон, увеличивается да, количество резко вот этих увеличивается количество продаж всех людей, абонементов, да. и мальчиков, и девочек. Ага. И, Даже и- мальчиков? И перед Блин. все хотят хорошо выглядеть летом. Ага. Но опять же, это же, скажем так, влияние общественного мнения больше. Да, ну что, человек должен, ну, скажем так, условно соответствовать некому, Ну, да, некой да. планке, да? Да. Опять же, таки получается некая психологическая, ну не травма, да, но психологические такие моменты. Это мотив извне. Да, мотив извне, да, вот это так вы правильно называете, да? Да. Ага. И что с этим делать тогда? А что с этим делать? Ну, чаще всего это какие-то как раз... Не пригорит? Он должен пикнуть, да? Да, он должен Ну, пикнуть. всё, Это я чаще всего как раз получается какие-то сезонные какие-то нападки, вот получается у людей, которые хотят просто похудеть, просто прийти в форму, не понимая, для чего это вообще, что им нужно. Они месяц, там, два, допустим, позанимаются, потом вернутся обратно, все забросят. Чаще всего так происходит. Чтобы такого не происходило, нужно понимать, для чего тебе нужно прийти в форму, грубо говоря, да, покопаться внутри маленько себя. Потому что после каждого, допустим, я хочу похудеть, можно задать вопрос для того, чтобы. Ага. И там начинаешь развивать. Для того, чтобы. Как японцы, да, ответь на 5 вопросов зачем, типа, да? Зачем мне это надо? Почему я хочу это сделать? Почему я должен быть красиво выглядящим? Почему, почему мне должно нравиться собственное отражение в зеркале? Ну, условно как-то так. Так. Так, все. Это уже готово? Да, это уже готово. Ну то есть это специальная программа, да, у тебя? Ага. Так. Ну, Хорошо. мясо готово. Так, мы взяли немножко паузы, помыли наш гриль, потому что у нас индейки уже готова. Ну и что нам нужно делать? Смотрю, Осталось соус сделать? Да, соус сейчас сделаем. Соус на основе греческого йогурта. Вот. Он подходит как для сладких блюд, для каких-то там не могу не спросить, тортиков почему и так далее. именно... Что это такое? Это хорошая, да, это хорошая альтернатива майонезу или сметане. Ну то есть, которая вроде как бы... Да. Более майонез нехорошо. ППшный вариант, типа, да. И он как для Сметана сладких жирная, каких-то майонез блюд. вредный, греческий йогурт. Да, он не такой жирный и там большое количество белков. Ага. Вот. Поэтому мы сейчас его смешаем с чесноком, и зеленью, да? зеленью, да, можно будет маленько еще посолить его, потому что соль у нас будет только в соусе и, соответственно, мясо соленое. Кетчуп ты не кладешь? Ну, что-то типа такого. Кетчуп, я взял с собой немного кетчупа, но это уже опционно, то есть там кто как хочет, кто таки добавляет, да. Ну, потому что у меня опять же такой стереотип. Я вот на родине шавермы или шавухи в Питере кушал, да, где-то в Москве кушал, где там только я, как говорится... Ложку можно? Ложку, да, пожалуйста. Шаверму, шаурму кушал, да, но как бы она традиционно же, ну, вот такой... С томатным соусом. Кетчунес, как мы называем. Ну а так хорошо еще подходит тхимали, цибели соусы томатные, вот они Ну да. вкусно туда. Особенно такие маленькие. Да. Так, и с зеленью перемешиваем. С меня, я сейчас пока мясо буду разрезать, да? Получается, с едой ты уже на «ты», да? Ну, да, фитнес такая кухонная сфера тоже.
Первое время ты, наверное, высчитывал, да? Так, это сколько белков, А, сколько углеводов. вообще, А сейчас уже все запомнил, наверное, да? Нет, я все равно периодически перехожу на подсчет нутриентов, если мне нужно решать какую-то задачу определенную. Допустим, во время подготовки к соревнованиям, когда выступал по пауэрлифтингу, нужно было держать достаточно большую калорийность питания. И Ну, чтобы не уставать, да? ну, чтобы хорошо Большие объемы восстанавливаться, тренировок да, и все тренировочные прочее. объемы перепахивать. И мозг такая вещь, она постоянно нас пытается обмануть, схитрить. Если ты не считаешь, то ты можешь просто создавать иллюзию в голове о том, что ты действительно употребляешь нужное количество еды. И подсчет калорий и подсчет вообще нутриентов, он еще хорош для новичков, которые налаживают свое пищевое поведение. Потому что есть исследования, подтвержденные, да, о том, что люди, которые имеют лишний вес, они недооценивают то количество еды, которое они употребляют. И чаще и доходит это значение там, до 70%. То есть люди вместо там, 2000 воображаемых могут 30 с лишним тысячи Сами калорий того не употреблять. зная. Да, сами того не зная, если они это не держат на контроле. И, соответственно, эти же исследования показывают о том, что люди, которые имеют недобор массы, которые хотят набрать повысить свой вес, наоборот, да, они наоборот переоценивают. Другая сторона, да. Да. То есть, Думают, что много кушают, оказывается. ну, поэтому подсчет, он иногда помогает наладить мгм. какие-то пищевые привычки, поведение. В дальнейшем потом можно отказаться и просто поддерживать это. Ну, то есть, вот этим ты тоже занимаешься, ну, допустим, своими, как правильно называть, клиентами, подопечными, Да, коррекция пищевого учениками. Там, Да. А коррекция это получается? Коррекция пищевого поведения, Под каждого человека. привычек и так далее, да. Это еще тесно связано с работой по расстройствам пищевого поведения тоже. Тут, когда у нас эмоции какие-то заменяются едой, да, это тоже нужно. ну да, Да. психанул, пошел, нажрался шоколада, ну, пошел, условно, да. сорвался, типа, Да, да? сорвался, вот, да. Тут тоже понимание всего этого механизма людям помогает потом в дальнейшем иметь здоровые отношения с едой. Ну. Вот, не во вред своего эмоционального здоровья, фигуры. Да. Вот. Ну, в целом такая работа. Да, ну, я так думаю, да, ни один человек, здоровый человек, не хочет выглядеть плохо. Ну, то есть никто не хочет быть слишком полным, слишком худым. Ну, то есть, опять же, это, конечно, общественное мнение, Может да, быть, то есть, соус говорил это влияние извне, да. Но при этом, да, многие просто, может быть, не знают, что сколько нужно есть и все прочее, да. В связи с этим возникает вопрос, как нужно составлять питание для того, чтобы, ну вот, хотя бы принципам соответствовать ПП всю жизнь, чтобы Соль, перец. Ага. соль, перец, Вот перец, да? а вот перец, а вот Ну, соль там. во-первых, я сейчас расскажу на примере того, как проходит у меня работа Вот, с да. новыми людьми. На примере, да, Да. сразу. Так, А, Сергей, можешь соль перелить? У меня есть такое мероприятие, как диагностика. Диагностика, она позволяет внедриться в образ жизни человека, посмотреть своими глазами на то, как он ест, сколько он двигается, какие он эмоции в течение недели испытывает в различные моменты. И что касаемо еды, я обычно смотрю в течение недели то, что человек кушает. То есть он берет, фотографирует, я это потом анализирую, мы с ним созваниваемся, если, допустим, это онлайн было. И я говорю, вот смотри, у тебя здесь так-то, так-то, здесь нужно подкорректировать так-то. И основное питание, оно должно быть построено на привычном для человека наборе продуктов. Ну, то Вот. есть привык человек рыбу не кушать. Ну, Да, не надо его заставлять насильно кушать рыбу. Да, типа ты сегодняшнего дня отказываешься от говядины, завтрашнего дня только рыбу. Да, Ну, да, то есть да. так делать нельзя, конечно же. Даже есть люди, Потому что, которые конечно, не да, любят курицу, да? люди, конечно, могут делать для мотивации, если она уже запредельная, да, ну, месяц-два, а потом, ну, срыв, да, условно. Да, потому что если мы подходим к мероприятию изменения своего тела, своего питания как к какому-то временному событию, типа перетерпеть, сделать, Да. то Я это вот, сейчас, потом... вот сейчас я напрягусь, Да. я вот сейчас буду хорошо выглядеть, а потом уже И забросим. мы обратно это забросим. возвращается К старому корыту, да? Допустим, чистить зубы же нам не сложно. Потому что это Это привычки. обыденная, обыденная вещь. И здесь то же самое. То есть подкорректировать какие-то моменты, типа, нравится тебе по утрам кушать бутерброд, да, с колбасой. Хорошо, окей. Но если уж колбасу не хочешь убирать, можно ее заменить на ветчину.
ветчину из птицы и так далее. Более диетический вариант, Ага. тот же самый прием практически пищи остается, а по количеству нутриентов, которые человек получает, по калориям, по белкам, уже намного лучше картина. И так в целом каждый винтик вот такое вот Ну да, питание. чуть-чуть подкорректировать, как то есть радио у настраивать, да? чтобы это было максимально привычно для человека. Конечно, если у человека все питание состоит там из какого-то фастфуда, из бургеров и так далее, даже на таком питании, подкорректировав его, можно выглядеть хорошо, но единственное, что это обработанная пища, и в ней мало минералов, витаминов и клетчатки. Мгм. Да, то есть да. теоретически можно это снивелировать с помощью приема там, БАДов и так далее, но лучше это делать с помощью обычной еды. Натуральная, да. Мгм. Да, то есть есть, опять же, исследования, которые показывают, что есть практика, когда люди худели, и у них даже прорисовывался пресс на диете из алкоголя, мороженого и протеина. Все. Офигеть. Мгм. А можно худеть без тренировок? Худеть без тренировок Потому можно. что, скорее всего, да, многие приходят к тебе для того, чтобы, ну вот, постранить, похудеть. Да, да. Да? Я А, почему-то думаю, что их большинство. Некоторые вообще не хотят идти в зал. У них есть, допустим, лишний вес, они не хотят идти в зал, или им неудобно, или они стесняются, или они думают, что я сейчас похудею сначала, а потом пойду в зал. Мгм. И на Да. самом деле, да, проблем никаких нету. Ну, то есть это вот здесь, Мгм. подкорка, да. У меня недавно была подопечная, она работала в Доме правительства. В Доме правительства рабочий график. Не будем называть фамилии, так ладно. Да, сами представляете, какой график, да, там люди в 9 часов приходят, и они там до 8 до 9, 5-6 дней в неделю. Ага. Какие тут тренировки? Домой приезжаешь, там еще дети, нужно там прибраться, вещи постирать, себя как-то в порядок привести. Ну. Конечно, там до тренировок никакого дела не было. Вот, и за 4 месяца мы скинули 12 килограмм, работая только с питанием. И периодически получалось какие-то тренировки вставлять, но они в основном были такие дома, на выходных, одну-две в качестве хотя бы какой-то разминки, физкультуры для здоровья. Ну, то есть, соответственно, получается, ты можешь и онлайн, да? Какой-то график сделать, Да. сказать, вот это делай дома, ну и будет. Онлайн почему-то даже эффективнее чаще всего получается, если честно. Потому что в онлайн заходят такие люди, которые больше замотивированы что-то решить. Даже Да. так. Тем более сейчас такие времена, что которые, ну вот Мгм. пандемия у нас, да. Ну и, допустим, но результаты по красоте фигуры, конечно, в зале можно сделать более точеную, хорошую фигуру, потому что силовые нагрузки, они помогают сохранить хорошие пропорции мышц во время похудения. Мгм. Если мы не будем добавлять силовые, соответственно, результат похудения будет ну, не такой привлекательный Мгм. в конечном итоге. Вот. И те, кто у меня тренируется в Спарте, вот, у них результаты в снижении веса, конечно, чуть получше. Мгм. Это факт отрицать ну, нельзя. конечно, да, личное общение с тренерами и все прочее. Ну, то есть Да. видят, насколько много вот красивых, стройных таких У подтянутых. нас еще ходят, да. в Спарте такая атмосфера обычно Мгм. рабочая. Мгм. А, Да, всем- да, ну всем я про это и хочется, говорю, да, да. Вот пока тренироваться. что сделать людьми, скажем так, ну, опять же, ну, что далеко ходить, про себя скажу, да. Я был очень больным ребенком. Мгм. Родители меня в 3 классе отдали 2 секции. У нас в деревне было борьба и лыжи. Я пошел на лыжи, потому что там иногда разрешали футбол играть. Ну, то есть спорт в моей жизни, физкультура зашло настолько прочно, что это для меня сила привычки. Это как зубы чистить, да? Обычно же говорят, что вот психологически, если 80 дней подряд что-то делать каждый день, изо дня в день, изо дня в день, это становится жизненной привычкой, и это для тебя само собой разумеющееся. Ну, то есть, слава богу, вот меня родители таким образом настроили, что я до сих пор то На футбол, спорте. то волейбол. Я на спорте, да, ну я, скажем так, и своей фигурой, как бы внешним видом, не то что горжусь, да, но, по крайней мере, нравится мое отражение в зеркале, да. А многие бывает, что, ну вот, на спорте не были, каким-то образом запустили, говорят, спрашиваю некоторых родителей, своих друзей, говорят, у меня сын, говорит, сидит говорит, целыми днями за компьютером, говорит, я его гоню, говорит, в спортзал, не хочет, говорит. Что делать с этим? Да, потом этот человек взрослеет, и, скорее всего, приходят же люди, которые вдруг поняли, что, блин, а почему я так выгляжу, замотивирован другим образом. Ну, то есть лишний вес,
одышка уже в 40 лет на третий этаж. Если что касается детей, я всегда думаю так, что тут очень много зависит от родителей, Да, да, какой да. пример они показывают. Но Если, если в доме все родители занимаются- курят и запрещают своим детям курить, Ну, но куда это годится? Да, Ну? так не сработает, соответственно. Типа, сынок, это вредно, ну ты так не делай, типа, да. Да. А сами стоят смотрят. А что касаемо, как прийти, ну здесь должен быть у человека мотив, потому что насильно мил не будешь. Ага. Вот, и если вообще человеку живется комфортно с его весом, его это никак не парит, если он проинформирован, да, он понимает всю серьезность вреда для своего здоровья, да, что его ждет в дальнейшем, допустим, при повышенном весе и все равно идет повышенный износ там, суставов наших и так далее, да. Ну да. То есть если он согласен на это, Но, вот в дальнейшем, что ситуация его будет ухудшаться, скорее ну, всего. придется только смириться с этим, и все. Но что ты делаешь с людьми, которые, ну вот, я не знаю, как правильно, подопечные клиенты. Замотивировать? Да. Ну, то есть 40 лет человек почувствовал, что у него начались проблемы с сердцем, да, что давление что-то скачет, но и тяжело человеку, там, суставы болят. Нет. Приходит резко в спортзал, который никогда, ну, условно не занимался. Нигде. Ну, во-первых, нужно понять мотив вот это, да, проработать. Зачем он пришел Да, вообще? да, вот я тебе про что говорил, да? Типа, Иди домой, я всё. хочу похудеть, но мы должны сначала понять, для чего, какую Ага. задачу мы решаем. А. Потому что кто-то решает задачу, допустим, снизить вес для того, чтобы наладить сексуальную жизнь дома. А, даже так? Да. Так. Или перестать стесняться супругу. Кого-то не нравится, как подшучивают на работе, там, Да, за да, щечки там теребят Да, и так да. далее. Да. Да. Кто-то, допустим, понимает, что находясь в хорошей форме, он может заработать больше денег и так далее. Да? То есть у каждого должен быть действительно свой мотив. То есть просто я хочу прийти в форму, оно не работает на долгосрочной перспективе. Нужно понимать, для чего мы это делаем, какую задачу мы решаем. Ну, то есть цель не должна быть абстрактной. Нет, Типа, да, нет. я пришел, ну, все ходят, я пришел. Типа. Чем она четче проработана, тем Ага. больше результат, вернее, тем больше шанс того, что будет хороший результат. Хорошо, тогда следующий вопрос. Насколько у тебя вот за время твоей практики, сколько ты работаешь, да, скажем так, текучесть? Текучесть. Вот как раз текучесть чаще всего зависит от мотива человека. То есть если человек замотивированно решает конкретно какую-то задачу жизненную, он идет до конца. То есть мы определяем объем работы, что мы решаем, выполняем эту работу. И, допустим, у меня в ведении, грубо говоря, есть два таких варианта. Мы конкретно решаем задачу под ключ в определенный срок, допустим, там 3-6 месяцев, к примеру. Какую задачу поставили, да, я и хочу идете к ней похудеть, постепенно. и, допустим, я хочу научиться дальше самостоятельно это поддерживать. То есть моя задача не просто помочь человеку снизить вес, а еще привить ему какие-то привычки, которые помогут ему самостоятельно дальше все это поддерживать в течение жизни и обучить его. Поэтому, допустим, у меня много акцента сделано на обучение во время тренировок. У меня там на YouTube-канале там целые плейлисты, работаем по эмоциям, работаем по питанию, самостоятельная работа по питанию и так далее. То есть человек, помимо того, что он тренируется, он еще и обучается, получает навыки. Да, то есть человек не только меняется внешне, но он еще и жизненные привычки каким-то Да. образом настраивает, скажем Да, так. да, да. Ну, то есть меняет свою жизнь так, как он хочет. Да? А что ты делаешь, допустим, опять же скажу это слово, клиентами, которые, я знаю, что многие ходят, особенно девочки, за компанию. Типа там вечером сидели такие выходные, девочки, давайте все вместе компанию. Да пошли, все втроем пошли за это. Да. Двое замотивированы, одна такая, ну, мы так решили, типа, начинаем с понедельника бегать, ну и вот я пришла. Ну, Берешь такого человека? Да, беру, потому что человек приходит в зал, у него нет никаких жизненных острых необходимостей изменять что-то в своей фигуре. Это для него просто, допустим, разрядка головы. Да. Почему ну, нет? За компанию с девочками Да, хожу я. очень же хороший вариант, когда человек вместо того, даже чтобы хороший. дома сидеть, вместо того, чтобы сидеть там, залипать в сериалах, там, сезон за сезоном смотреть, ты идешь, добавляешь какую-то активность в свою жизнь. Хотя бы 2-3 раза в неделю. Да, ну, условно. это тоже хороший вариант. Просто здесь не решается каких-то глобальных задач в рамках жизни человека. И все. Ходит, ну и славно, да, типа. Да, лучше, чем вообще Да, ничего не лучше, делать. лучше чем вообще ничего. Так.
Так. Я маленько отвлекся. Вот это, Ага. ничего, ничего. Это я тебя так отвлекаю Да. какими-то своими Так, помидорки. бесконечными вопросами. Нет, помидоры домашние, вкусно пахнут так. Домашние? Мгм. А. Действительно. Да, пожалуйста, соус. Соус. Ага. Так. Все, значит, мы положили сыр. Заложили, да. Да. Мы сейчас на камеру видно, Видно? да, ребята? Показали все это, как у нас получается. Лепешечка, лавашечки. Да. Лавашечки. Сыр, положили сверху мясо, овощи, здесь из овощей болгарский перец, красный лук, помидоры. Вот, в принципе, можно добавлять вообще все, что угодно, как захочется. Я обычно вместо таких огурцов добавляю маринованные. Супруга же у меня, наоборот, обычные, зеленые только кладет. Ну, замаринованные я имею в виду, ну, такие Да, консервы. да, которые- да, да. да? То есть мне А. такие больше нравятся. Ну и Ну, все так. это облагораживаем соусом. Ага. Полезным соусом. Да. Да. Греческий йогурт, ты же говорил, да? Да, ага, греческий йогурт. И потом... Так, все, теперь эту красоту всю заворачиваем. Так, Раз, раз, два, маленечко тут, 3. 3. Все, одна Так. у нас есть. Ну, у нас же 3 штуки сюда влезет. 2. Криво. 2. А, вот, ну, вот так же надо положить, по-моему. Ну да, мы их 2 тогда сейчас сделаем. Сейчас 2 делаем. Мгм. И Сыр, опять же, для того, чтобы, допустим, у людей, у которых задача состоит в том, чтобы держать какие-то низкие значения калорийности, чтобы снизить количество жира. Да? Вот хороший вариант — это брать легкий сыр. Не обычный там жирный, типа там российского или гауды. Есть обычный легкий сыр. легкий сыр в смысле низким содержанием жира, ты имеешь в Да, виду? да, А, там большее количество белков и меньше количество жиров. То есть Мгм. он более такой сытный, диетический вариант получается. Сереж, скажи, пожалуйста, сейчас вот с правильным питанием, да, публикуются всевозможные рейтинги в интернете, можно найти, скорее всего, ты тоже знаешь, да, вот 10 самых лучших продуктов, которые, ну, обязательно нужно употреблять пищу для того, чтобы у тебя было все хорошо и с сердцем, и с сосудами, и все прочее. Есть у тебя какой-то такой собственный личный? Да, у меня есть такой список продуктов, я его обычно высылаю людям, у которых проблемы какие-то со здоровьем есть или с желудком. А. Да? Вот, потому что в большинстве Ну, случаев... скажем так, несварение, да, если? Да, вздутие и так далее. Да. У меня, допустим, люди, когда приходят ко мне, они заполняют определенную анкету и указывают, да, там есть проблемы там какие-то или нет. Грубо говоря, аллергии. Там. Да, аллергия, Ну, вдруг, да, вздутие, несварение и так далее. Несварение, да. Да, то есть Заворот там кишок, есть да, определенный шутка. список, который помогает наладить работу желудка, восстановить микрофлору. От нее зависит и гормональный фон, и внешний Я состояние знаю, кожи это и так далее. бифидобактерии, да, Да, правильный да, да. бифацил, там, я не знаю, что-то. Вот. И И что там? в этом списке? Да? Да, ну, кратце. Ну, скорее всего, это Вкратце. секрет, да, или как? Нет, Собственно, сейчас нет, давай да? там по 3 позиции скажу из каждого. И там несколько основных групп. Да? Группы белков — это филе индейки, которое я сегодня принес. Так, ну, я к нему приду обязательно, это тем более. Яичные белки, вот, и, соответственно, еще говядина. Без желтков. Желтки, есть еще группа жиров, желтки я отдельно туда засунул. Ну, как бы их вместе без проблем, никто не запрещает есть, да. Из группы углеводных продуктов это картофель и крупы типа булгур, пропаренный рис и так далее, да. Из группы жиров это маслины, оливковое масло, соответственно, желтки, о которых я говорил ранее, Так. и кокосовое масло. Кокосовое масло у меня вообще это топ-рекомендация для употребления в холодном виде. А что такое вообще? Кокосовое масло? А тоже говорят, это пальмовое масло, что-то такое. Нет, это- другое, да? Пальмовое и кокосовое. Это кокосовое масло, да. А есть Пл- кокосовое молоко, там что-то, ну ладно. Так. Кокосовое масло, чем оно хорошо? Есть такое понятие, как я сейчас, наверное, сложных терминов много скажу. Есть понятие, как окисление жиров. Это при определенной температуре, чаще всего комнатной, жиры начинают менять свою структуру
и обратного хода у них нету, то есть они начинают... Необратимый процесс идет. Да, прогорьковатый такой вкус начинает воспринимать, да. А это меняется структура жиров, там накапливаются канцерогены и так далее. Вот у кокосового масла температура окисления, она достаточно высокая, поэтому даже при комнатной температуре оно сохраняет свои полезные свойства максимально длительное время. Вот. Также есть еще температура дымления жиров. Да? Соответственно, если мы не превышаем эту температуру, то полезные свойства, которые у нас есть в маслах, они сохраняются. Вот. И в этом плане кокосовое масло, оно убьет все там топы. А, да? Я вообще даже не слышал. Ты Да, что-то киваешь, знаешь, да? Да-да. Кулинарная, наверное, сфера там тоже, да, какая-то там теория есть, потом какие масла куда лучше использовать. Так, Так, ну здесь нам надо мы завернуть. сделали У соус. нас, И у вот- нас сейчас программа уже заканчивается потихоньку. Да. Я вот от себя хотел спросить, да, вот, если пару блюд, не то что любимых, а вот когда вот у тебя вот тоже срыв бывает, ну ты прям вот, или вот по праздникам, А, Что- да-да-да. что вот ты вот прям- Слабость, скажем слабость, да, слабость и то, так. что Вроде ты как вот вредно, но ну, иногда может Да. быть. Мне нравится селедка под шубой. награжу типа, да? Мне селедка под шубой нравится. На каждый праздник я прошу супругу, чтобы она ее приготовила, потому что ну, в обыденной жизни, во-первых, это долго ее делать. Да. Вот, ну и она жирноватая, да, то есть и с ней обычно там перебор идет по... Ну на Новый год, наверное, Да, то есть по каким-то праздникам и так далее. Ну, а более обыденное такое блюдо, любимое, это, наверное, борщ. Вот, борщ у меня дома варится в огромной кастрюле. Ага. Вот, и там несколько дней я его готов есть на завтрак, обед. Да, и потому ужин, то что есть- больше сегодняшний завтра будет вкуснее. Да, да, да. Это факт, да. а тогда получается вместо сметанки, как говорится, Сметана. йогурт, говорит. Нет, в борщ, Я такой больше стоит, Сметана. стоит, угорает. нет, в борщ сметана. Сметана, да? Так, ну вот такие сытные эти штучки получаются. Ну что, у нас Засовываем. штука наша, гриль, Прогрелась? прогорелась. Раз, это Раз. побольше вышел Один размером. больше. Это тебе. Ну А, ладно. шутка. Все, Или Сергею самому, да. Я Щас. много не хочу кушать. минут 5 постоит. Так, ты пока заворачиваешь третью, Ага. я задам тебе такой вопрос. Мы сегодня много очень разговаривали про принципы ПП, что правильно и все прочее, да. Ну, так как мы живем в Якутии, я не могу не задать этот вопрос. Есть у нас якутские блюда, которые тебе нравятся, может быть, это первое. И второе, есть ли блюда, которые, ну вот, скажем так или иначе входят ну, в каноны ПП, ну, то есть соответствуют всем этим. Соус сначала положим. Ну ладно. Да, в основном, в принципе, вся кухня якутская, она состоит же из натуральных продуктов, да, это какие-то Да. овощи, картофель, там, рыба, мясо и Рыба, так далее. мясо, да. Единственное, что с осторожностью бы я отнесся к таким вещам, как жареное, да, то есть в большом количестве его есть, допустим, жареный караси. Далее, да, то есть тут нужно какую-то... Но караси сами по себе вообще считаются тяжелой пищей, да? вот. Довольно таки. Или я не прав? Нет, рыба, она, в принципе, вся более-менее хорошо усваивается. А, да? Ага, Да. так. И саламат же, он тоже такой этот. Жирненький. Да, он такой жирненький, то есть надо аккуратно его есть. Все остальное очень хорошо подходит в рамках Да? полезного Поэтому мы питания. якуты все стройные такие. Оп. Да, то есть там Шутка. особо ничего там Не, ну жирного исторически там, так да. же так и есть же. У нас полных достаточно мало. А вообще практически вся, если смотреть традиционную кухню, она практически вся состоит из таких же у всех продуктов, да, то есть это рыба, мясо, овощи, специи. Все, в принципе. Нормально, да? А есть которые блюда, ты как якутской кухни сам вообще? Дома у вас Ну, принято? Да, периодически появляется там какой-то якутский суп и так далее, но это все достаточно простые блюда, да, которые в моей семье заходят, и я всегда туда что-то все равно добавлю. Дополнительно там специи какие-нибудь, там еще что-нибудь. Вот. И всякие строганины мне заходят, мне нравится. Да? Да. А как строганина? Печень, да? Строганина вообще, по-моему, это... Так, сижу. Ага. Строганина, по-моему, вообще такая очень-очень полезная. Можно срезать. Мгм. Ну, да, ага. Она полезна. Полезные свойства рыбы, о которых чаще всего говорят, подразумевает то, что там есть омега. Да, вот это вот 3, 6, 9 и так далее.
для того, чтобы она действительно была полезная, она не должна нагреваться. То есть в идеале мы не должны нагревать эти жирные кислоты. Ну, чтобы их получить, да? Да, организм? чтобы организм их получил в таком виде, в котором может их усвоить и в котором получит пользу от нее. И как раз строганина, индигирка и так далее, это же все холодное, замороженное. Это вообще тогда вот, да? Да, это все супер. Да, ну то есть якуты как-то подсознательно знали, даже тогда не было нутрициологии, диетологии, Скорее они всего, да. инстинктивно такие, блин, ну-ка, я в холодном краю живу, надо мне вот это. Да, Взяли, да. построгали. Так получается. Да, ну и в целом еще большое количество субпродуктов же есть в питании, да, у якутов. Это потроха, это да. печень и так далее. Там тоже большой концентрат минералов и витаминов, это тоже очень полезно. Да. И они причем находятся в такой форме, которая отличается от аптечных синтезированных, то что они хорошо полностью усваиваются организмом. Ну, высокой степени, Да. ну, процентовковой усвояемости. Ну, это прямо бальзам вам поэта. Все, что я люблю, оказывается полезно. Класс. Так, Так, Да, наверное, здесь все. Можно убирать. И еще одно. Так, куда мы нет, всю ну, эту красоту будем так, складывать? эту красоту вот Семен нам подготовил вот такие такие штучки. досочки Да. аккуратненько. Не, ну, можно- Удобно. Большой тебе. Ну ладно. Ну ладно, маленький мне. Большой камень. И один тоже нагреем, да? Мы взяли немножко паузу. Третье у нас тоже готово. Все, готово. Да. Аккуратно. И что, друзья, приятного аппетита нам. Приятного. Аппетита. Можем ее вот так. Порезать, да? поделить. Ну, чтобы аккуратно, да? А еще вот так можно. Уи, смотрите, красота. Я потом могу половинку кому-нибудь дать. Ну что, приятного аппетита, Приятного действительно. Приятного. Класс? Класс. Оно того стоило, что подождать. Да. Сереж, с набитым ртом. Спасибо тебе. Сегодня благодаря тебе я две такие важные вещи узнал. Оказывается, якутская кухня все-таки вот как бы это, да, потому что я все равно психологически у меня сидело так, что, ну, блин, это вредно, надо этого поменьше кушать и все такое, да. Потому что я тоже стараюсь вот это ПП чуть-чуть плюс-минус придерживаться, да, но все-таки возраст, ну и хочется подольше прожить, оставаться здоровыми и все прочее. Это первое. А второе, я к этой идее почему-то относился предвзято. Детям всегда говорил своим сыновьям, говорю, сколько можно шавуху это кушать? Говорю, ну, давайте съешьте там лучше супчик, там что-нибудь такое, да. Нормально. Оказывается, да, нормальный продукт, то есть я сейчас тоже дома готов это готовить. Тем более все просто, вкусно, то есть ровно как наши передачи, да. Спасибо тебе еще раз. И в конце у нас тоже есть такая традиция, прямо я сижу и говорю, пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Желаю всем вкусного питания, простого, как мы здесь сегодня делали на этой передаче. Поддерживайте свою активность для того, чтобы быть здоровым, чтобы жить качественно, хорошо. И если останутся еще у вас какие-то вопросы, можете обратиться ко мне в соцсетях по имени и фамилии Рау Сергей. Сергей Рау, да. Да, а я еще раз скажу, Сергей Рау, тренер-наставник по фитнесу. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. А я, Петр Цепандин. На этом потихоньку прощаюсь. Будьте здоровы, друзья, мирного неба над головой. Ну а мы что? Мы нашу еду обязательно нужно нам доесть. Ага.